прошедшем году подготовлен и принят ряд законопроектов, направленных на увеличение доходной части республиканского бюджета. Что сделано, а что предстоит? В региональном Минфине подвели итоги работы за 2017. Мы благодарим руководство и народ Ингушетии за поддержку сирийского народа и предоставление разнообразной помощи. Из Ингушетии с любовью тысячи сирийских семей получили очередную гуманитарную помощь от республики. Джейрасский район вновь принимает гостей. Сегодня в Ингушетии стартовал молодежный форум «Таргим-2018». Чтобы детям было интересно, чтобы дети получали свои знания. Обеспечение благополучного и комфортного пребывания ребенка в детском саду. В Малгобеке прошел семинар для педагогов. У нас каждый год на этой конференции уже традиционно участвуют люди, которые приезжают из многих регионов. В научной библиотеке ИНГУ состоялась 6-я международная конференция. О главной теме расскажет наш корреспондент. На канале Ингушетия Новости 24. Добрый вечер. Глава республики Юнусбек Евкуров провел рабочую встречу с руководителем управления Росприроднадзора по Ингушетии Хароном Бекбузаровым. На встрече обсуждались итоги работы надзорного органа за первый квартал 2018 года. Руководитель управления сообщил, что за истекший период проведено 42 контрольно-надзорных мероприятия, в том числе 1 плановое. 16 внеплановых, 8 рейдовых проверок, 13 административных расследований. Руководитель ведомства отметил, что сотрудники управления Росприроднадзора совместно с региональными управлениями Роспотребнадзора и ГИБДД провели в первом квартале 13 рейдов, в ходе которых проверили 18 объектов, 16 транспортных средств, занимающихся транспортированием отходов. В результате было выявлено 19 нарушений, возбуждено 13 административных дел. По 9 из них наложено административные штрафы на общую сумму более 500 тысяч рублей. Глава республики положительно оценил работу регионального управления Росприроднадзора, отметив необходимость продолжения совместной работы с Комитетом Ингушетии по экологии и природным ресурсам. Выявлено 58 нарушений предохранного законодательства, устранено 11, выдано 7 предписаний, наложено 13 административных штрафов на общую сумму 731 тысяч рублей. Взыскано 170 тысяч, по неизысканным еще сроки не наступили. Также предъявлен 1 ущерб на сумму 12 миллионов 506 тысяч рублей. Хотелось бы отметить, основные мероприятия, на которые мы провели, это продолжена работа по постановке объектов негативного воздействия на окружающую среду. Нами поставлено 188 объектов, которые подпадают под федеральный государственный экологический контроль. Там к первой категории относится один объект, это Ингушнефть, это высокий риск. По второй категории значительный риск 74 объекта. В третьей категории средний риск 76 объектов. В четвертой категории 36 объектов. Также по результату совместной работы нашего управления с Ингушнедро у недропользователя ООО «Ингусервис» и «Севкаф Ойл» аннулировали 4 лицензии. Вот эти углеводородные у них аннулированы лицензии. Также у недропользователя ООО «Агентство по цементной промышленности» тоже аннулированы 4 лицензии. Все, отработали по ним. Нашим управлением совместно с администрацией Насыркорта, Гамузиева, Альтиева городом Назрань проведен рейдовый осмотр водоохранной зоны реки Назранка. В результате чего выявлено на территории Насыркорта 14 нарушений. Это заборы и сооружения в водоохранной зоне реки Назранка. Одно нарушение в прибрежной защитной полосе реки Назранка произведен отвал грунта. Также одно нарушение, отсутствуют места сбора отходов. На территории Альтиева 12 нарушений. Это заборы в водоохранной зоне и мусор. Одно нарушение. На территории Гамуждиева одно нарушение – это забор в водоохранной зоне. Все эти материалы мы передали в прокуратуру города Назрань, чтобы для дальнейшей совместной работы по принятию мер административного воздействия нарушителям и принуждения к устранению нарушений. В тандеме надо работать, понимая, что вы все-таки надзирающая структура, и здесь никакого понебратства не должно быть. Все должны работать в системе, да, и наводить порядок. Это раз. Второе, вот те материалы, те мероприятия, которые вы проводите, особенно обратите внимание, я понимаю, что это федеральная тема,
и, минуя нас, могут выйти с заявкой и выдают лицензии на недра, потому что минуя нас, но здесь надо активно в этом участвовать и не позволять определенным аферистам какие-то недра республики заполучать лицензии, а потом недрами торговать. То, что сейчас обратно забрали, и то, что аннулирована лицензия, это хорошая цифра. По делам, которые вы даете в мировые судьи там, или в прокуратуру, держать не просто дальше, а держать на контроле. Там, где нет реакции, прошу мне по этому поводу доклад уже, чтобы вынести вопрос. Выявлено 58 нарушений. Подведение итогов работы за 2017 год и определение основных векторов деятельности на 2018. Сегодня в Министерстве финансов Ингушетии прошла итоговая коллегия, на котором присутствовал и глава республики Юнусбек Евкуров. Репортаж Индиры Манкиевой. Исполнение бюджета в отчетном году осуществлялось в сложных условиях. Сокращение объема финансовой помощи в виде дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности. Министр финансов отчитывается за проделанную работу в 2017 году. Общий объем дохода республики за прошлый год составил более 22 миллионов рублей. Объем расходов около 22 миллионов, а собственный доход более 3 миллионов рублей. В 2017 году в целях увеличения дохода бюджета нами принимались меры, направленные на рост показателей налоговых поступлений, взаимодействие с управлением Федеральной налоговой службы, администрацией районов и городов и других министерств и ведомств. В прошедшем году подготовлен и принят ряд законопроектов, направленных на увеличение доходной части республиканского бюджета. Отмене льгот молодежным предпринимателям, внесение изменений в части предоставления льгот инвесторам отношения вновь создаваемого имущества, установление на 2018 год регионального коэффициента на рынке труда. Глава Ингушетии, в свою очередь, обращаясь к собравшимся, отметил, что Министерство финансов является ведущей системой, от работы которой во многом зависит становление экономики республики. Последние годы были тяжелыми, поставленные задачи хоть и были выполнены в полной мере, но все же необходимо провести большую работу для того, чтобы большая часть бюджета опиралась на собственный доход региона. Также Юнусбек Евкуров подчеркнул, что Минфин должен вести строгий контроль за исполнением бюджета государственными органами. И в 2017 году, и в предыдущие годы строим большое количество социальных проектов и объектов, на содержание которых нужно довольно серьезные средства. И доходы бюджета республики, они, конечно, не могут быть на уровне вот этих расходов на содержание социальных проектов и объектов. Да, мы умышленно на это пошли и убедили в том, что и президента страны, и правительство Российской Федерации. Почему? Потому что мы довольно серьезно отличаемся от других регионов по социальным проектам. И нам надо строить еще много социальных проектов. Поэтому здесь понятно, что как бы мы не собирали доходы, там, собственно, все равно мы будем вынуждены получать дотации с федерального центра. Также на коллегии присутствовали федеральный инспектор по Ингушетии Рашид Ашноков и депутат Народного собрания республики Магомед Тибоев, которые отметили, что сегодня в ведомстве работают опытные люди, и их профессионализмом можно гордиться. В трудные финансовые времена страна сумела противостоять санкциям. И на сегодняшний день самое главное – научиться правильно использовать все имеющиеся средства и возможности. Основное достижение прошлого года – это при том, что было сокращено финансирование федеральное, там еще остались полномочия необеспеченные, но основные обязательства удалось выполнить. За это спасибо большое коллективу. И хотелось бы отметить, милиционера или налоговика можно за 2 года подготовить. Работник Министерства финансов готовится десятками лет. Берегите свой коллектив. Перспективы и в финансовом плане необходимо наращивать, особенно собственные доходы. Есть у нас проблемы по исполнению бюджета и с налоговыми, неналоговыми доходами, это уже говорилось не раз. Но желаю коллективу успеха. Я думаю, что вот за последний год бюджет сам по себе стал более сбалансированным, стал более реалистичным. Подводя итоги и определяя задачи на текущий год, было отмечено, что предстоит сделать многое. Например, динамику роста налоговых поступлений нужно увеличить. Также необходимо поднять доходную часть регионального бюджета. Как отметил министр финансов, задача, конечно, сложная, но будет сделано все необходимое. Индира Манкиева, Майрбек Миржоев. Новости 24.
Генпрокуратура России зафиксировала снижение уровня преступности в стране за 5 лет. По данным ведомства, в 2012 году приходилось чуть более 1600 преступлений на 100 тысяч населения. Сейчас этот показатель снизился до 1400. Наибольшее число нарушений в прошлом году было зафиксировано в республике Тыва, Забайкальском крае и Бурятии. Самыми спокойными регионами Генпрокуратура, как и 5 лет назад, назвала Чечню, Ингушетию и Дагестан. Почти на 30% снизилось число преступлений, которые были совершены подростками. Ингушетия стала одним из самых безопасных регионов в России в значительной степени благодаря профилактической работе. Свыше 500 пешеходных переходов в республике до конца мая приведут в соответствие с требованиями новых национальных стандартов. Об этом на совещании под председательством Юнусбека Евкурова доложила зампредседателя правительства региона, руководитель аппарата правительства Ингушетии Мадина Гойгова. По ее словам, сейчас местные власти совместно с региональным УГИБДД и органами управления дорожным хозяйством проверяют все пешеходные переходы на региональных и муниципальных дорогах. Согласно требованиям ГОСТа, окрашивание покрытия на переходе предусматривает чередование полос белого и желтого цветов. Помимо этого, у наземных пешеходных переходов, проходящих вдоль детских учреждений с обеих сторон дороги на протяжении не менее 50 метров, в каждую сторону необходимо установить перильные ограждения. Глава региона поручил, чтобы проверка пешеходных переходов была проведена самым тщательным образом, особенно у школ и детсадов. Также Юнусбек Евкуров отметил необходимость проведения раз в месяц в школах республики уроков по правилам дорожного движения. А все должно идти параллельно. Сегодня в Плиево поработали, они все ушли. Завтра вы зашли в Плиево, посмотрели недостатки. Завтра они уже, завтра, пока вы проверяете в Плиево, они работают там в Барсуках, к примеру. А послезавтра вы уйдете в Барсуки, а их люди возвращаются в Плиево, устраняют недостатки, которые вы уже вчера обнаружили. Там так нет. Обратитесь с письмом к министру, чтобы была установка там, где вы сами свое контролируете, а там, где муниципальное образование, чтобы они раз в месяц докладывали состояние. Хорошо? Все, тогда у нас уже будет какой-то контроль. Состояние, чтобы они прямо письмо докладывали состояние. Это второе. И следующее запиши. Министерство образования в течение месяца один раз проводить занятия. То есть для чего они эти переходы, все остальное сделано? Как пользоваться? Как пользоваться ими. Тогда для всех проводить занятия, чтобы дети понимали, что не надо там в крив, в кось ходить. Вот есть там светофор, вот есть это. Для чего это сделано? Понятно? Да, что через ограждение перескакивать нельзя. Что нельзя перескакивать, что это именно для безопасности. Вместе с родительским комитетом со всеми эти занятия провести. К месяцу Рамадан республика уже в 6-й раз направила гуманитарную помощь братскому сирийскому народу, рассчитанную на 1000 семей погибших и пострадавших в результате военных действий. Акцию организовали по распоряжению главы республики Юнусбека Евкурова. Она прошла под девизом «Из Ингушетии с любовью». Репортаж Ирины Тичоевой. В очередной раз в спортивном зале «Тишмир» Дамаски звучит российский гимн. За последние годы для собравшихся здесь людей, которые пострадали в результате военных действий в Сирии, гимн нашей страны стал таким родным и любимым. Ведь Россия не оставит в беде и обязательно поможет. Вот и сейчас в 6-й раз с гуманитарной миссией в Сирию приехали представители Ингушетии. Огромная благодарность главе Республики Ингушетия Юнусбеку Евкурову. Это не первая гуманитарная акция в Дамаске, которая вселила надежду в сердца тысяч сирийцев. Особенно сейчас, с приближением благословенного месяца Рамадан. Мы благодарим руководство и народ Ингушетии за поддержку сирийского народа и предоставление разнообразной помощи, прежде всего гуманитарной. Спасибо. Делегацию Ингушетии возглавил помощник советник главы республики доктор Луай Исеев.
Пусть Аллах наполнит ваши дни добром и любовью. Наши сердца сегодня привели нас к вам из Республики Ингушетия, из Российской Федерации, в Сирию, колыбель цивилизаций, в Дамаск, благоухающий жасмином. Дамаск, который был и остается источником любви, местом спокойствия, символом самобытности и жизни. Мы привезли вам горячие приветы и наилучшие пожелания от народа и главы Республики Ингушетия по случаю приближения благословенного месяца Рамадан. Мы приехали к вам с братской любовью, чтобы пожать ваши руки, приветствовать вашу стойкость, ваш патриотизм и гуманизм, ваше упорство в противостоянии вызовам. Встречали ингушскую делегацию министр социальных дел и труда Сирии, первый секретарь посольства России в Сирии, члены Народного собрания Сирии, политические и профсоюзные деятели. Россия – дружественное государство. Она оказала большую поддержку Сирии в ходе кризиса. Сегодня ингушский народ России снова доказал нам, что он всегда с нами и с детьми Сирии. Эта благотворительная акция, которую осуществила Республика Ингушетия, является свидетельством глубокой дружбы, симпатии и сближения между народами. Это знак уважения семьям погибших героев, сиротам, семьям, пострадавшим от кризиса в Сирии. Это прекрасная попытка наполнить радостью наши сердца. Этому ребенку лишь 10, но он уже успел пережить все тяготы войны. Не раз мальчику приходилось прятаться от бомбежек и ждать утра, чтобы вернуться домой. Такие же испытания выпали на долю всех присутствующих в этом зале. Собравшиеся с благодарностью принимают гуманитарную миссию. Уже в 6-й раз наша республика отправляет гуманитарную помощь сирийскому народу. Продукты питания этим людям просто необходимы. Макароны, чечевица, сахар, подсолнечное, сливочное масло, халва, томатная паста и варенье. Более 18 тонн продуктов питания из Ингушетии с огромной любовью. Для русского и ингушского народов не является странной эта дружба, которая воплощается в гуманитарных инициативах. Это вечная связь. 6-й раз Республика Ингушетия направляет подарки сирийскому народу. Мы благодарим и выражаем уважение народу Республики Ингушетия, ее главе Юнусбеку Евкурову. Специально для собравшихся имам мечети читает суру из священного Корана. Многим в тяжелые минуты отчаяния именно молитва помогла встать и снова бороться за справедливость и счастливую жизнь. Напомню, что предыдущая гуманитарная акция, организованная Ингушетией, прошла в конце января этого года. Всего в Дамаск было отправлено 15 тонн продуктов питания. И всегда под девизом «Из Ингушетии с любовью». Ирина Цычоева, Новости 24. В целях создания благоприятных условий для соблюдения верующими священного поста в месяц Рамадан Юнусбек Евкуров распорядился установить на этот период сокращенную на 1 час продолжительность рабочего дня. Руководителям органов местного самоуправления Ингушетии рекомендовано усилить контроль за соблюдением запрета розничной продажи алкогольной продукции на период священного поста. Руководителям соответствующих предприятий, организаций и служб рекомендовано обеспечить бесперебойную подачу электрической энергии, газа, воды и функционирование средств связи, а организациям, реализующим продукты питания, осуществлять свою деятельность ежедневно до 23 часов, не повышая цен на продукцию. Сегодня в Джайрасском районе республики стартовал молодежный форум «Торги», уже 6-й по счету. В этом году он также будет проходить в международном статусе и продлится до 15 мая. В Горную Ингушетию съехалась активная молодежь со всей России, ближнего и дальнего зарубежья. Гражданско-патриотическое воспитание, межнациональные взаимоотношения и волонтерские движения. В программу форума войдут семинары и круглые столы по разным направлениям и темам. Помимо прочего, участников ждут лекции и мастер-классы от специалистов. Ну а завершится слет активной молодежи яркой культурной программой. В Ингушетии отметили 100-летие системы дополнительного образования. К этой дате приурочили фестиваль детского творчества. В нем приняли участие более 200 школьников и педагоги. Они представили свои творческие умения и навыки. Репортаж Наты Евлоевой.
Айна Мальцагова рассказывает присутствующим о Центре детского и юношеского туризма и краеведения. Все исключительно в национальном стиле, начиная от наряда девочки и заканчивая выступлением, что и отличает ее от других участников. Волнение присутствует, но это не важно, ведь рядом ее поддерживают учителя. В фестивале участвуют все центры творческого развития республики. Здесь никто не соревнуется. Задача каждого – просто рассказать о своем дополнительном кружке и провести небольшой мастер-класс. К примеру, эти девочки занимаются бисероплетением и вышивкой. Некоторые из гостей мероприятия настолько были впечатлены работами мастериц, что даже купили несколько изделий для себя. Каждая из маленьких мастериц занимается своим ремеслом – вязанием, бисероплетением или вышиванием. Все они такие разные, но объединяет их одно – талант и любовь к рукоделию. Я 7 лет уже вяжу, и крючком мы делаем, и спицами, и мы вяжем розочки, вяжем полотенца, сумочки, шапки. Я пришла сюда, чтобы повеселиться и познакомиться с своими ровесниками, поучаствовать в конкурсе. Здесь сегодня и взрослые, и дети, каждый нашел себе работу по душе. Кто-то пришел просто посмотреть на происходящее, а кто-то поучаствовать в самом мастер-классе. На каждом столе можно наблюдать различные изделия, которые выполняли ученицы тех или иных школ. К примеру, вот этот вот цветок выполнила 7-летняя Милана Гайтукиева. Ну а после завершения мастер-класса организаторы мероприятия перешли ко второй части фестиваля – концерту. На сцене выступали артисты ингушской эстрады – это Рахман Беков, Хава Евлоева и многие другие. Что течет по судьбе, свое сердце навек я отставлю. Фестиваль приурочен к столетию государственной системы внешкольного образования детей России. История этой даты уходит в конец XIX века, когда в стране только начали внедрять систему дополнительного образования. Именно в то время стали возникать первые мастерские, секции, курсы и летние оздоровительные лагеря. Различные кружки и секции лишь позволяют детям выявить склонности и интересы, что в будущем поможет им в выборе профессии. Дополнительное образование у нас сегодня развивается хорошо в республике. В основном это все на базе школ идет, ну и на базе центров творчества, центра юного натуралиста, центра детского технического творчества. То есть это все те центры, которые уже давно работают, имеют свой опыт работы многолетний, могут передать свой опыт работы. Очень много детей у нас охвачено кружковой работой в настоящее время. Участники фестиваля получили массу положительных эмоций и впечатлений, ведь это мероприятие позволяет не только обмениваться опытом, но и завести новые знакомства. Ната Евлоева, Ахмед Горбаков, Новости 24. А вот в Малгобеке для педагогов дошкольных учреждений провели семинар. Встреча состоялась в детском саду «Радуга». Главная тема семинара – обеспечение благополучного и комфортного пребывания ребенка в детском саду. Залина Магушкова продолжит. Землю я защищал и сражался героем. Ах, девчонка родная, прости, что на девичьи плечи легло это горе. Семинар на тему обеспечения благополучного и комфортного пребывания ребенка в детском саду предполагает демонстрацию навыков детей как результат проделанной работы воспитателей. Он разделен на 7 разных разделов, в том числе и музыкально-эстетическое развитие, где малыши показывают свои вокальные и танцевальные способности, приобретенные во время обучения в детском саду. Так ребята выступили с тематическим концертом, посвященным Дню Победы. Главная цель семинара – обмен опытом между воспитателями дошкольного образования. К примеру, воспитатели детского сада «Радуга» прежде всего стремятся научить детей мыслить, развивать свои творческие способности, приобщить их к миру искусства и к общечеловеческим ценностям. Любое мероприятие, любая образовательная деятельность, проходящая в стенах нашего детского сада, она проходит, конечно, в игровой форме, чтобы детям было интересно, чтобы дети получали свои знания
чтобы дети получали свои знания именно в игровой форме, непринужденно. Конечно, это тоже создает им комфортные условия, чтобы детям было приятно ходить в наш детский сад. В семинаре участвуют воспитатели всех 12 групп, функционирующих в детском саду. Это ясельные, младшие, средние, старшие и подготовительные к школе. Здесь также продемонстрировали методику познавательного, физического, художественно-эстетического развития детей. Это опыты с водой. Будем проводить опыты, там выявлять свойства воды. Там воде можно придать вкус, запах, цвет, что вода бесцветная. В общем, понятие все о воде и ее свойствах. Отдельная гордость детского сада – коллекция сказочных костюмов, которую воспитатели собрали совместно с родителями детей. Это попурри постановок, где русские сказки переплетаются друг с другом. Здесь и доктор Айболит, почтальон Печкин, а также король с принцессой. Ее и представили ребята в театральном дефиле. Вы к нам приходите, на нас поглядите. Мы будем для вас детский сад представлять. Покажем, как можно учить и играть. Откроем вам двери и сердце придать. Поверьте, общение будет удачным. Ближе к завершению семинара воспитатели перешли к дискуссионной части, где каждый из сотрудников дошкольного образования мог задать интересующие вопросы своим коллегам. Залина Могушкова, Майрбек Миржоев, Новости 24. В России бензин и дизель дорожают. Так, в прошлом месяце динамика роста цен стала рекордной. Только за апрель стоимость топлива гораздо возросла по сравнению с 3 месяцами назад. Розничные цены на бензин самой популярной марки АИ-92 выросли на 59 копеек до 38 рублей 65 копеек за литр. Рост цены 95-го за апрель оказался сразу в 20 раз выше, чем за 3 предыдущих месяца вместе взятых. Средняя цена АИ-95 теперь составляет 41 рубль 65 копеек за литр. Немногим меньше теперь стоит дизель. Литр тяжелого топлива оценивается в 41 рубль. К причинам роста цен также относятся сезонное увеличение спроса и традиционные сезонные ремонты на НПЗ. На днях вся страна отметила 73-ю годовщину со дня Великой Победы. Судьба еще одного ветерана Великой Отечественной до сих пор неизвестна. Период войны был временем боли и страданий, мужества и самоотверженности. Тогда на полях сражений погиб и Руслан Гудантов. Он был заместителем командира отдельного танкового батальона, пал смертью храбрых. Звание Героя Советского Союза ему присвоено посмертно. Лейла Гайсанова с подробностями. Руслан Борисович Гудантов родился в 1916 году в Орджоникидзе. Рано остался без матери, но отец Руслана сумел вырастить достойного сына. И в конце 30-х годов он оканчивает финансово-экономический техникум и становится курсантом Орловского бронетанкового училища. Досрочно заканчивает в 1939 году и попадает именно события начала, так сказать, войны, это и участвует в финской кампании. На следующий год после окончания финской войны Руслан вступил в бои на фронтах Великой Отечественной. В 1941 году он возглавляет разведроту в 123-й танковой бригаде. В 1942 году контуженный попадает в госпиталь и в том же году получает капитанское звание. За свои неполные 27 лет чего он достиг? Он был член комсомола и в начале войны вступил в партию. То есть это был человек инициативный, волевой, смелый, который любил жить и который пытался себя совершенствовать. Во время войны Руслан Гудантов был заместителем командира отдельного танкового батальона. В 1942 году он очутился в Ленинграде по защите города Ленинграда от блокады Ленинграда. Ну и по рассказам, по документам, они обороняли Ленинград знаменитый на Невском пятачке. И похоронен он в братской могиле возле деревни Арбузово. В каком году? В 1943 году. И в 1943 году посмертно ему было присвоено звание Героя Советского Союза. Родные Руслана запомнили его красивым в офицерской форме. Таким он приехал на родину в двухдневный отпуск после ранения.
Как отмечают сотрудники Ингушского государственного музея краеведения, Руслан Гудантов – один из немногих ветеранов, чьи военные документы сохранились в архивах. А вот о его родственнике Хусейне Гудантове известно не так много. В армию его забрали за 3 недели до начала войны, в конце мая 41-го, в возрасте 24 лет. За несколько месяцев до ухода на фронт он женился, и свою дочь, которая родилась уже после начала Великой Отечественной, он никогда не видел. И вот в 41 году, вот неизвестно в каком месяце, но было письмо. От него письмо, что он лежит в госпитале. То ли в Драгобуже, это в Смоленской области, или же в Драгобыче, это во Львовской области, Драгобыча, этот город. И вот после этого никаких сведений о нем нету. Писали, значит, в архив, этот Подольск писал, я лично писал. У меня есть даже документ, туда ответ. Нету, значит, нигде не значится. По рассказам родственников, племянник ветерана знает, что Хусейн Гудантов был шустрым и боевым парнем. Единственная фотография, где он изображен, еще до ухода в армию, бережно хранится в семье. По сути, это 2 фотографии разных периодов, объединенные в один портрет заботливой рукой дочери. Больше никаких документов и информации о нем нет. Но родственники надеются найти хоть какие-то факты о его боевом пути. Лейла Гайсанова, Сурхо Кусиев, Новости 24. Международная конференция, уже 6-я по счету, прошла в научной библиотеке Ингушского госуниверситета. Участники дискутировали на тему гуманитарные и социально-политические проблемы модернизации Кавказа. Конференцию разделили на несколько секций. Ну а завтра участников, гостей из других регионов ждет экскурсия по Джейрахскому району. Подробности у нашего корреспондента. Марина Богатырева – кандидат социологических наук и преподает в Башкирском государственном университете. Она часто принимает участие в конференциях, которые проходят в Ингушетии. На этот раз ее доклад посвящен рынку труда республики. Анализ показал, что безработица в нашей республике очень молодая. То есть, что имеется в виду под этим термином? Имеется в виду, что возраст людей, которые сегодня являются безработными, составляет 27 лет. Тема конференции – гуманитарные и социально-политические проблемы модернизации Кавказа. Всего здесь представлены 3 секции. Первая – социальное и политическое развитие Кавказа. Вторая – культурные традиции и инновации. Третья – языки, литература и культура кавказских этносов на родине. Из 78 очных участников конференции присутствует около 40. Остальные принимают участие дистанционно. Эти работы, эти статьи опубликовали. Издали сборник к началу конференции, вручили, он получился очень большой и солидный, 62 печатных листа, то есть это где-то 515 страниц. Мы уже вот из-за того, что очень объемно, переходим, чтобы не делать несколько томов, перешли на А4 формат. Вот, очень солидный и очень хорошие статьи, очень полезные. Они, я думаю, будут и для наших ученых полезны. Доктор исторических наук Евгений Кренков выступил с докладом на тему административно-территориальные преобразования на Северном Кавказе в советский период. Для меня очевиден, как и для других присутствующих участников конференции, заметный рост республики, появление такого замечательного города, как Магаз. Самое блестящее впечатление оставляет, великолепное впечатление оставляет Ингушский государственный университет, Ингушский институт гуманитарных исследований, научная библиотека, где проходит сейчас сама конференция. Пленарное заседание было насыщенным. Многие из участников конференции в Ингушетии впервые. Ну а завтра гостей ожидает экскурсия по горному району республики. Ната Евлоева, Рахман Цуров, Новости 24. Золото первенства России по вольной борьбе среди юношей до 16 лет завоевал Магомед Тагир Ханиев. Соревнования проходили с 8 по 10 мая в дагестанском Хасавюрте. В первенстве приняли участие более 300 юных борцов России. Магомед Тагир Ханиев, представлявший Ингушетию и Дагестан, стал победителем в весовой категории до 44 килограмм и обеспечил себе участие в первенстве Европы, которое пройдет с 12 по 16 июня в Будапеште. Активная и талантливая молодежь, представители вузов и НКО, всего около 100 человек со всего Северного Кавказа, Краснодарского края и Адыгеи приняли участие в фестивале «Новые горизонты». Для них были организованы различные образовательные и дискуссионные площадки. Для участников фестиваля тренеры провели образовательные блоки на тему неформального гражданского образования, поговорили об общественной деятельности, о пользе тех или иных продуктов и событий, а также обсудили социальное воздействие
«Известия». В рамках фестиваля также прошел отборочный семинар образовательной программы «Новые горизонты. Старт-2018». Из 60 претендентов для дальнейшего обучения были отобраны 30 человек. На этом наш выпуск завершен. Оставайтесь на Национальном.